Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Руководители силовых структур доложили Аслану Бжане об итогах работы по проверке информации о якобы имевших место хищениях средств в энергетической отрасли. Между Абхазией и Приднестровьем подписан меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Детской республиканской больнице подарили новый автомобиль. Он будет обслуживать маленьких пациентов медучреждения. МЧС провело учения по пожарной безопасности в Сухумской средней школе номер 3. Преподавателям и ученикам надлежало в кратчайшие сроки организованно покинуть здание по установленным ранее маршрутам эвакуации. Президент Аслан Бжане провел очередное совещание с руководителями силовых структур, на котором обсуждалось исполнение данных ранее главой государства поручений о появившихся в соцсетях документах о якобы имевших место хищения средств в энергетической отрасли. О проделанной работе доложил генеральный прокурор Адгур Агарба. Адгур Мухзарович, 2 недели тому назад в Генеральной прокуратуре было дано поручение в связи с заявлением, которое появилось в СМИ. Поручение, которое имеет отношение к ремонту линии Ачигвара. Что за это время сделано? По вашему поручению Генеральной прокуратурой проводится проверка. Были установлены сроки, 15 дней. За это время был выполнен большой объем работы. Хочу довести до вас, что опрошены практически все представители министерств и ведомств, которые имеют непосредственное отношение к заключению договора с российской стороной и приобретению провода и тех деталей, которые были нами получены в сентябре 2021 года. В настоящее время направлены все необходимые запросы, поручения, направлена экспертиза, соответствующий орган. Пока заключения мы не получили. Хочу сказать, что этого времени, с учетом большого объема и сложности проведения проверки, этого времени недостаточно. Вместе с тем хочу сообщить, что нам представлены сегодня органам прокуратуры из Министерства экономики документы, переписка Российской Федерации между энергетическими компаниями, подлинность которых нам необходимо будет проверить. Для этого органами прокуратуры планируется направить поручение в Генеральную прокуратуру, а впоследствии уже в те компании для того, чтобы произвести выемку. С учетом характера проведения проверки не исключаю, что нам необходимо будет провести и экспертизы различного рода исследования, которые нам не представляется возможным осуществить на территории Республики Абхазия. С учетом сказанного хочу сообщить, что еще потребуется определенное время. Конкретные сроки устанавливать не представляется возможным с учетом большого объема, как я уже сказал. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы эту проверку ускорить. Вместе с тем хочу добавить, что в Генеральную прокуратуру были приглашены граждане Ардземба и Кокая, которые заявили нам об этом факте и продемонстрировали перечень оборудования и материалов, согласованы Министерством экономики Республики Абхазия с Министерством энергетики Российской Федерации. Ничего, кроме этих документов, в прокуратуру представлено не было. Более того, нам было заявлено, что других доказательств у указанных граждан не имеется. Аслан Бжане поручил Генеральной прокуратуре держать данное дело на особом контроле и информировать о ходе проводимых мероприятий. Накануне очередного заседания межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, которая состоится 6 декабря в Москве, премьер-министр Александр Анква провел рабочее совещание с членами абхазской части МПК, сообщает заместитель руководителя аппарата правительства Кристиан Бжане. На совещании были окончательно согласованы проекты документов, выносимых на двустороннее обсуждение. Премьер-министр обратил внимание членов делегации на необходимость тщательной подготовки к вопросам повестки заседания МПК.
Гудаутский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 5 лиц, причастных к похищению жителя села Джерхуа Гудаутского района Вадима Анкваб. Согласно информации предварительного следствия, похитители требовали от родственников жертвы сумму выкупа в размере 10 миллионов рублей. Прокуратура Гудаутского района окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Чачибая, Агумава, Гвазава, Носова, Барзаня по признакам преступлений, предусмотренных пунктом А, Б, Ж части 2 статьи 119 и пункта Б части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В отношении Барзани и Абгаджава по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело направлено в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу. Предварительным следствием установлено, что 26 февраля 2022 года примерно в час ночи в селе Джерхуа Гудаутского района служба по предварительному сговору с Чачибая, Агумава, Гвазава, Носовым, Барзани из корыстных побуждений с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершили похищение из собственного домовладения Анкваб, которого на автомашине марки УАЗ перевезли в домовладение, принадлежащее Барзане, расположенное в селе Дурипш Гудаутского района, где удерживали его, после чего, связавшись с сыном потерпевшего Анкваб Малхазом Вадимовичем, выдвинули требования выплаты денежных средств в размере 10 миллионов рублей за освобождение похищенного. 10 марта 2022 года после передачи потерпевшим Анкваб преступникам 1 миллиона рублей в качестве части выкупа за освобождение своего отца Анкваб, последний был освобожден в селе Аццы Гудаутского района. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями вышеуказанные лица были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. В отношении Цушпа уголовное дело выделено в отдельное производство ввиду розыска последнего. В отношении Носова вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера ввиду его психического состояния. Между Абхазией и Приднестровьем подписан меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Целью подписания меморандума является развитие сотрудничества в вопросах здравоохранения и социального обеспечения граждан Абхазии и Приднестровья. Церемония подписания меморандума прошла в онлайн-формате. Сегодня мы с вами присутствуем на подписании очень важного документа для наших ведомств. У нас с 2010 года проводится протезирование инвалидов войны достаточно успешно. И вот сегодня мы скрепим это меморандумом. Сотрудничество в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты знаково и значимо для нашей республики, для наших народов. И будем очень рады, если наше сотрудничество в сфере протезирования граждан, инвалидов, защитников Приднестровской Молдавской Республики перейдет также и к возможностям санаторно-курортного лечения, других вопросов реабилитации наших граждан. Готовы подписать меморандум и будем благодарны развитию нашего сотрудничества. Министр культуры Абхазии Даур Кови прибыл с рабочим визитом в Никарагуа, сообщает пресс-служба Минкульта. В первый рабочий день прошли встречи с министром культуры Луисом Алонсо Моралесом, директором театра имени Рубена Дарио Романом Родригесом, директором национальной синематики Идани Кастильо и директором Института креативной экономики Камилой Артега. Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственных отношений в области культуры и наметили планы по взаимодействию на 2023 год. В Детской республиканской больнице подарили автомобиль. Машина теперь будет обслуживать пациентов медучреждения. Ключи от автомобиля, исполняющий обязанности главврача детской больницы Неси Камля, вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Автотранспорт приобретен по поручению президента Аслана Абжания. Выполняя поручение президента Республики Абхазия, было обещано автотранспортное средство для того, чтобы помогало во всех дела, возила детишек на консультации, машина. Вот, пожалуйста, вам номерные знаки, вот паспорт, вот ключи. Пусть служит на благо нашего населения детского. Чтобы все служило на благо. Но машина-транспорт всегда, конечно, необходим, так как у нас, вы знаете, вот все в одном месте не получается. Всегда надо ребенка или на КТ повезти, или на МРТ повезти.
или сделать ФГС. Раньше это было вот ФГС за пределами нашего стационара. Сейчас, надеемся, вот планируется в будущем получение фиброскопа, бронхоскопа. Это будет на месте делаться. Но все равно не отпадает вот тот вариант, что надо кого-то на КТ, на МРТ. Это всегда необходимо. Детям, как вы знаете, все в основном делается под наркозом часто. Это должен поехать помимо родителей ребенка. Доктор часто ездит, тоже вот смотрит лично, сам хочет посмотреть. Анестезиолог с медсестрой тоже всегда едут. Необходимость в таком транспорте есть, конечно. В Сухумской средней школе номер 3 прозвучала учебная пожарная тревога. Преподавателям и ученикам надлежало в кратчайшие сроки организованно покинуть здание по установленным ранее маршрутам эвакуации. Присутствовавшие при этом сотрудники МЧС оценивали, насколько правильно и максимально быстро проходит процесс эвакуации. Практическим занятиям предшествовали теоретические занятия, на которых пожарные подробно объясняли ученикам и персоналу школы алгоритмы поведения при возникновении пожара. Для каждого класса был определен свой маршрут, по которому нужно было покинуть школу. Это позволило развести людские потоки, не допустить хаоса и максимально быстро завершить эвакуацию. Нынешняя учебная пожарная тревога показала, что поставленные задачи в основном были выполнены. Все ученики и педагоги были выведены из здания школы в рамках нормативных 5 минут. По словам сотрудников МЧС, руководство школы отнеслось со всей ответственностью к проведению учебной пожарной тревоги. В руководстве спасательного ведомства отметили, что подобные занятия проводятся во всех школах и детских садах республики, и их интенсивность будет только нарастать. А делегация торгово-промышленной палаты Абхазии, возглавляемая ее президентом Тамила Мирцхулава, принимает участие в 20-й международной торговой ярмарке, которая проходит в одном из самых экономически мощных южных регионов Вьетнама – Хошимине, где представлено более 1000 компаний различной сферы деятельности. В рамках мероприятия абхазская делегация проводит общую презентацию Республики Абхазия, а также представляет образцы алкогольной продукции – вина и воды Абхазии, Шато Абхаз, Дурипшские винодельни, а также хорошо зарекомендовавший себя и востребованной на внутреннем рынке продукции Аргуньяшта. Помимо алкогольной продукции на ярмарке представлена знаменитая абхазская аджика амца. Ярмарка продлится до 3 декабря. В представительстве Россотрудничества прошла встреча с участниками, отобранными на 6-е Всемирные игры юных соотечественников. Абхазия ежегодно принимает участие в данных соревнованиях. В этом году нашу республику представляет 10 юных спортсменов в 2 видах спорта – баскетболе и волейболе. 6-е игры объединят 400 спортсменов из Азербайджана, Белоруссии, Армении, Южной Осетии, Казахстана, Египта, Исландии, Швеции и других стран. Все расходы, связанные с участием команд из Абхазии, взяли на себя организаторы – Россотрудничество, Министерство спорта России, партия «Единая Россия», Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта Москвы. Единую форму для наших спортсменов организовало Министерство просвещения и языковой политики. Игры пройдут в Москве с 5 по 11 декабря. Очень хотелось бы, чтобы вы представляли достойно Республику Абхазия. Это у нас 6-е Всемирные игры юных соотечественников. И там, как сказал Евгений Владимирович, там действительно будут собраны лучшие команды практически со всего мира. И я надеюсь, что вам удастся, ну, помимо того, что достойно представлять республику, я надеюсь, что вы найдете время для того, чтобы и подружиться со многими ребятами из других стран. Это, мне кажется, не менее важно, чем спортивные достижения. Мы очень рады, что вы прошли здесь конкурсный отбор. Несмотря на то, что я сам из Москвы, но безумно хочется, чтобы вы выиграли эти соревнования и привезли сюда победу. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни 3 и 4 декабря на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем 7-12 тепла, температура морской воды плюс 15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.